Легион Идель-Урал или Волжско-Татарский легион. На немецком Wolga-Tatarische Legion. или Legion Idel'Ural. на татарском. Идель-Ураль-легионы. Это один из восточных подразделений вермахта, состоявший из представителей поволжских народов, в основном из татар, башкир и других народ Поволжья, чувашей, марийцев, мордвы и удмуртов. Целью легиона Идель-Урал, как и всех других национальных легионов вермахта, было создание независимого государства в случае победы Третьего рейха над СССР. СССР сам настраивал национальные меньшинства против себя многочисленными репрессиями, запретом ислама и других религий, разрушениями мечетей, расстрелом национальных интеллигенций, второсортным отношением к языкам. Герб легиона состоял из двух цветов небесно-голубого, который символизировал тюрко-алтайские народы, и зеленого, который символизировал традиционную религию Поволжья – ислам, по принадлежности к которому народы Идель-Урала уничтожали и дискриминировали начиная с 1552 года, когда Российская империя завоевала Казанское ханство, и впоследствии некоторые народы Идель-Урала под страхом смерти были вынуждены отказаться от своей веры в пользу православия. Также на гербе изображены кинжал и стрела, а на другой версии герба – скрещенные мечи и стрела. По разным данным, в составе легиона воевали от 20 до 40 тысяч человек из 7 полевых батальонов, не считая строительные, железнодорожные, транспортные и прочие вспомогательные подразделения. Абсолютное большинство были верующие мусульмане, поэтому их часто посещал с речами и проповедями муфтий Германии Мухаммед Амин аль-Хусейни. Он отмечал, что ислам призывает воевать против коммунизма и большевизма. Также в Третьем рейхе во всех мусульманских легионах были учреждены должности мусульмане в гитлеровской Германии свободно исповедовали свою религию, в то время как в Советском Союзе за это расстреливали. Газета «Утро Кавказа» в 1942 году распространила заявление легиона Идель-Урал, в котором говорилось: «Пока не будет уничтожен враг новой России, большевизм, они не сложат оружие». В конце августа 1941 года в лагерях военнопленных начали работать специальные комиссии Восточного министерства Розенберга. Они занимались разделением военнопленных по национальному признаку и выделением их в отдельные специальные лагеря, где концентрировали представителей различных национальностей. Там работали политэмигранты из Советского Союза, немецкие представители и немецкие ученые. В отличие от Советского Союза, где противников сразу расстреливали после пленения, не соблюдая конвенции ООН, а Сталин иронически повторял: «У нас нет военнопленных». В Германии военнопленных разных национальностей было много. Некоторые из них перейдут на сторону рейха. Член комиссии по работе с военнопленными Ахмед Тимир писал в рапорте, что большинство относятся к большевизму отрицательно, а многие из таковых даже выражают свою ненависть к нему. Приказ о создании легиона был подписан 15 августа 1942 года. Формирование началось уже 21 августа того же года в польском Едлино, где в готовых лагерях проходили спецподготовку. Так как Идель-Уральский легион образовался позже всех остальных тюрко-мусульманских легионов и имел малое количество солдат, он не успел поучаствовать в крупных боях. 4 и 5 марта 1944 года состоялся Курултай народов Поволжья в городе Грайфсвальд. В нем был подписан ряд документов политической элиты Идель-Урала о борьбе тюрко-мусульман. В конце войны, предположительно, легион был объединен с другими национальными тюркскими формированиями. После проигрыша Третьего рейха, поволжские легионы, попавшие в советский плен впоследствии, были расстреляны, но по некоторым данным, малая часть из них прошли фильтрационные лагеря, но лишились всех прав как гражданина. Но большинство легионеров пали как шахиды, не сложив оружие, как и обещали.